гормоноподобной реакции была выше в группе оригинального препарата. Мы даже подумали, может быть, препарат отечественный не действует, если нет первичной реакции. Поэтому специально посмотрели у группы пациенток, через 3 месяца посмотрели бета-кросс-лапс, один из маркеров костной резорбции, и его снижение было более чем в 1,5 раза, что подтвердило, что препарат действует. Ну и по минеральной плотности костной ткани, по динамике ее прироста были получены сопоставимые показатели. Ну и через 12 месяцев практически в группе ризокластина был один перелом у пациентки, но он был связан с падением с лестницы на даче с высоты примерно 3 метров, то есть это не малоэнергетический перелом. А других переломов не наблюдалось, что, в общем-то, позволило сделать вывод о том, что эти препараты имеют сопоставимую эффективность и биоэквивалентность, и схожий профиль безопасности, что, в общем, позволяет, так сказать, использовать наш препарат отечественный наряду с его использовать для профилактики повторных переломов наряду с оригинальным препаратом импортным. Если говорить о препаратах 3-й группы, стимулирующих образование костной ткани, их совсем немного, и на нашем рынке, пожалуй, широко используется только терипаратид, это синтетический аналог человеческого парагормона. Стронций ранилат, к сожалению, сильно ограничен рекомендациями последними с 2014 года, поскольку были отмечены тромбоэмболические осложнения. Препараты группы ингибитора склеростина, они только на подходе, пока ни одного не зарегистрировано, ни у нас в России, ни за рубежом, хотя обещают, что разработчики, что произойдет революция в плане возможности, так сказать, борьбы с остеопорозом, когда эти препараты дойдут до клинического использования. Ну, а препарат терипаратид мы тоже используем при, так сказать, тяжелых, осложненных, так сказать, остеопорозе, имеющихся переломах. Ну, препарат этот достаточно сложно имеет схему введения, нужно ежедневно в одно и то же время выполнять внутрикожные инъекции, плюс стоимость его тоже, пожалуй, рекордная среди всех антиостеопоротических препаратов, что, конечно, ограничивает его использование. Это теперь хотелось бы завершить, так сказать, фрагмент о том, что известно к настоящему времени. Ну вот профилактика повторных переломов костей как раз посвящена одна из глав вышедшего в прошлом году руководства для врачей остеопороз. Мы ее написали совместно с профессором Ольгой Михайловной Лесняк. Здесь, так сказать, расписаны в деталях, так сказать, правила и профилактики повторных переломов и детали организационные создания служб профилактики повторных переломов. Можно сослаться на совместные рекомендации ЕВЛАР и ЭФОРТ, которые вышли в декабре 2016 года по лечению пациентов старше 50 лет с малоэнергетическими переломами и профилактике повторных переломов. Кстати, из 10 рекомендаций, они расписаны широко, но из 10 6 посвящены как раз-таки по профилактике повторных переломов. Эти рекомендации, они доступны и на сайте ЭФОРТа, и на сайте ЕЛАРа, так что они как бы вполне доступны для интересующихся. Ну и в плане того, что предстоит еще сделать, хотел бы сказать, что у нас в России, Российской ассоциацией по остеопорозу была инициированная программа «Прометей» по предупреждению повторных переломов у пациентов с остеопорозом. Здесь приведены основные ее задачи. Программа эта действует с 2014 года, но могу сказать, что вот в Санкт-Петербурге в городской поликлинике номер 96 действовала такая программа. Но поменялся главный врач и руководитель отделения травматологического, и программа заглохла, к сожалению. Это говорит о том, что основные проблемы лежат в плоскости организации. У нас в институте Вредена работает такая программа. В Санкт-Петербурге еще в нескольких, в частности в Невском районе, создана на базе 25-й поликлиники. Но пока
пока эти службы делают только первые шаги. И если в Великобритании таких служб около 100 создано в разных городах, то у нас пока они насчитываются единицами. А те, кто зарегистрированы в международном, так сказать, каталоге Международного фонда остеопороза, их вообще единицы. Ну, вот, в частности, Ярославская центр зарегистрирован, и, я думаю, Ксения Юрьевна поделится. Ну, хотелось бы сказать, что роль травматологов-ортопедов в борьбе с профилактикой повторных переломов, она очень важна. Травматологи, во-первых, должны заподозрить системный остеопороз у пострадавшего с налогетическим переломом и назначить необходимые диагностические процедуры. И важно направить его по определенному маршруту к специалисту, который назначит фармакотерапию и участвовать также в лечении перелома и оценке его результата. Именно такая работа и предусматривается в рамках служб профилактики повторных переломов. Дело в том, что без травматологов схема эта работать не будет, потому что к травматологу приходит пациент. Но одному травматологу, как правило, не справиться с этой проблемой. Поэтому нужна организация, система, должен быть координатор, должен быть учет, желательно электронная база. Тогда пациентов можно отслеживать, ну а роль травматолога, вот она здесь представлена и озвучена. Ну, хотелось бы еще так, я сформулировал, так сказать, для себя и как бы правила для вдумчивого травматолога. Если нет рядом, не создана пока служба профилактики повторных переломов, то нужно стараться увидеть у пациента с переломом в возрасте старше 50 лет не только костные отломки, на что всегда смотрят травматологи, но, возможно, больной организм с патологией общей, с остеопорозом. Найти себе помощника и, по крайней мере, научить его считать индекс ФРАКС, это риск десятилетних переломов. Есть специальная компьютерная программа, которая позволяет это сделать достаточно быстро и, в общем, не тяжело. 12 вопросов, на которые дает ответы пациент, можно спрогнозировать риск перелома последующий. Узнать возможность сделать букоэнергетическую рентгеновскую абсорбциометрию, рентгеновскую денситометрию, учитывать ее в работе. Определить, если на отделении, если оно большое, коллегу, который мог бы назначить антиостеопоротическую терапию. И не рассчитывать вылечить больного самостоятельно, отправить его, может быть, по показаниям к терапевту, которого знаешь, которому доверяешь. Это, опять же, если нет системы, которая это все организует. Ну и не лениться, нужно объяснять пациенту всю сложность его болезни, пока не сросся перелом, слово травматолога для пациента действительно золотое, и он к нему прислушивается. Ну и в заключение хотел бы сказать, что для того, чтобы первый остеопоротический перелом не повторялся, чтобы стал последним, требуется целенаправленная работа врачей различных специальностей под руководством координатора в рамках служб. Такую работу вот как раз целесообразно проводить в рамках специализированных программ служб профилактики повторных переломов. Такие службы на самом деле показали на протяжении последних почти 20 лет высокую клиническую эффективность и экономическую целесообразность, что определяет, конечно, необходимость их внедрения, развития в России. Вот это то, что у нас пока не сделано, или делает только первые шаги, и над чем, как представляется, следует работать. Ну и вот совместная работа, это все-таки верная дорога к цели. Это непростая работа, но если врачи различных специальностей вместе впрягутся в общую лямку, то вытянут проблему и смогут помочь пациентам, в частности, смогут предотвратить у них повторные остеопоротические переломы, что на самом деле позволит и, так сказать, продлить возраст жизни, и активную жизнь, и повысить ее качество. Коллеги, вот то, что я хотел бы сказать. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Александр Юрьевич. Какие будут вопросы? Может быть, один вопрос, чтобы не затягивать? Или дискуссию можно оставить на после? Я думаю, что, может быть, мы в конце ответим. Да. Мы здесь все будем. Я с удовольствием следующий доклад тогда предоставляю Ксении Юрьевне. Пожалуйста, Ксения Юрьевна, ваш опыт очень важен. Ярославский центр профилактики повторных переломов наиболее успешно работает из всех, которые известны, работающих таких центров в России. Спасибо.
Спасибо большое. Глубоко уважаемый Александр Юрьевич, глубоко уважаемые коллеги, хотелось бы сегодня представить вашему вниманию основные результаты этапа создания службы профилактики повторных переломов в городе Ярославле. Но проблема уже была озвучена в первом докладе, что поводом к созданию подобных служб явилась высокая заболеваемость остеопоротическими переломами на сегодня во всех странах мира, в том числе и в Российской Федерации. Ожидается ее рост в ближайшем будущем, скажем, для переломов проксимального отдела бедра на 40%. И поэтому целевая популяция была сформулирована в большинстве исследований, была выделена, что для того, чтобы быстро остановить вот этот вот рост низкоэнергетических переломов на фоне остеопороза, нужно назначать обследование и лечение и наблюдение пациентов, получивших первые или страдавших ранее низкоэнергетическими переломами. И именно воздействие на эту популяцию приводит к очень большим эффективным результатам. И поэтому путем снижения заболеваемости остеопоротическими переломами на сегодня считается создание служб по профилактике повторных переломов. Эти службы берут на себя ответственность за две группы пациентов. Это те пациенты, кто получил сейчас новый низкоэнергетический перелом, и те пациенты, которые получали низкоэнергетические переломы ранее, и которые могли свидетельствовать о наличии остеопороза у них. И в ходе проведенных клинических исследований было показана высокая клиническая и экономическая эффективность подобных служб по профилактике повторных переломов, но только для тех служб, которые были организованы с наличием выделенного координатора медсестры. Работу в городе Ярославле по созданию службы профилактики повторных переломов мы начали с 2012 года. Как раз сначала в мире был инициирован проект Capture the Fracture, не упусти перелом, а затем в конце 2012 года стартовал проект Прометей, о котором Александр Юрьевич уже сказал. И с этого момента мы начали задумываться и активно действовать в направлении того, чтобы организовать подобную службу в городе Ярославле. Было решено